год назад, январь 2023 год, С чего начался с 2023? розыгрыша Эрегей. Правильно же? Он же там же выиграл. Да. Дойер-миллионер выиграл 10 миллионов рублей. Вот. Я почему-то думала, что он выиграл 1 миллион. Потом я сегодня зашла, Прикинь, смотрю, а там 10 миллионов. Супер масштабный розыгрыш, крупнейший в республике. 1 миллион рублей, да? Да. Сейчас у тебя был билет Эрегей, признавайся? Нет. У меня был. Но я его- Моя мама покупала, по-моему, 2 билета. А я нет, мне подарили на Новый год. Я подарил мой друг. Типа это не считается, да? Ну, это не считается, да. И вот этот... Ты вообще веришь в это? То есть есть же теория о том, что его выбрали. Ну, то есть якобы подстроили все это и выиграл специально вот этот Нет, чувак. я знаю, что типа есть подставные лотереи, где выигрывают какие-то родственники, да? Организаторы. Но не Эрегей. Ну, не говорю. Точно? Ну, типа, ну... А по-моему, любой розыгрыш, любая Нет, лотерея... подожди, у него просто была такая дикая история. Он выиграл эти 10 миллионов рублей. Он сам из Черепчинского улуса. Я не знаю, откуда. Он приехал за выигрышем в город, и как только он получил деньги, сразу же объявились 2 женщины, по-моему, которые... значит, дружить. Да, ну, сказали вот... Ну, мы со школы... будем честны, он весь свой выигрыш просрал. Вот в этом смысле слова. Это Разве нет? запикать, пожалуйста. Ну, правда же, нет? Нет, смотри, короче, у него какая история была. Вот 2 женщины объявились, и одна сказала: я тебя любила еще вот со школы. Ну, Я тебя естественно. обожаю. Естественно. Естественно. В общем, он ей доверил половину денег, и другой девушке, женщине, он тоже отдал половину денег. Ну, что-то такое было. И в итоге он потерял все деньги. Хорошо. Да, в итоге он потерял все деньги, и потом он рассказал эту историю, его пожалели, по-моему, и второй раз ему дали выигрыш. В смысле, еще 10 миллионов дали? Ну, по-моему, что такое было. Ну или нет, второй раз не... Такая сидела на да? Я не знаю, я просто помню, что было такое, что он Нет. сказал: я потерял все деньги из-за чего-то, ну, Из-за из-за женщины. женщин. И, по-моему, ему там собирали тоже деньги. Что-то такое было. Пипец, прикинь, всем селом, да, собирали деньги. Вот он Ну, не потерял. всем селом, Наш там соотечественник, наш гражданин потерял денежку. Давайте-ка соберем снова эти 10 миллионов. Вчера перечислили, я просто офигела. Организаторы сделали. Я никогда не участвую в лотереях, но типа в розыгрышах, где нужно просто сделать репост, это пожалуйста. Какая сумма? А на что бы ты их потратил? И- Ну, если бы ты выиграл в тот Я бы вечер, ипотеку закрыл. А, это уже сколько уходит? Ну, много. Ну, Половина суммы нет, уже нет. меньше А. половины. Меньше половины. А, ну ты богатый. Не, ни в коем случае. Ты чё, я учитель же. Ну, если бы я выиграла эти деньги, я бы тоже ипотеку закрыла. Все вы закрыли какие-то долги Да, имеющиеся. я бы закрыла ипотеку, обновила бы машину. Странно, что у этого Дойера-миллионера не было кредита. Или были? Возможно, они были. Он же фермер. По-моему, да, он фермер. Ну, то есть он в первую очередь не закрыл кредиты. Ну, значит, у него их не Ну, было. откуда ты знаешь, а вдруг он закрыл? Ну, тогда бы у него... Ну, 10 миллионов — это не такая сумма, что ты ее тратишь на один кредит, и у тебя все заканчивается. Миллион, возможно, Ну, да. нет, а если это ипотека какая-то? Какая ипотека, блин? Ну, он же из Черепчи. Там ипотеки не существует. В принципе, как явление. Там ее еще такого не нет. изобрели. Февраль? Февраль. Февраль. В феврале была акция от авиакомпании «Якутия». Да, в честь столетия гражданской авиации в России они объявили акцию, в которой можно было купить авиабилеты за 100 и 300 рублей по стране. Ты этот момент пропустил? Я вообще пропустил. Я помню, девочки мои знакомые выкладывали скрины, то, что они успели купить себе билеты, да, ну там в Москву, в Питер, куда-то еще. И у меня появилась вот эта мысль: я тоже должна полететь куда-то. Не знаю зачем, не знаю почему, но мне это надо. Я очень долго думала, и пока я думала, там уже все, конечно же. А это как? Это закончилось. вот надо было в ГАФС идти в очередь стоять, или можно было... Нет, купить там как? было онлайн.
То есть это не субсидированные билеты, это просто обычные Да, билеты, да. они просто стоят 100-300 рублей, 100-300. Да, это была праздничная акция. Ничего себе. 100 рублей, это Это энергетик. Это энергетик, это Это- литр колы. Литр колы стоит 100 рублей. Ну, 150. Это 2 буханки хлеба. Это уже не яйца. That's what she said. Кстати, да, уже не яйца. Это уже не яйца. Уже не молоко. Молоко тоже чуть подороже стоит. Это даже не... А нет. Это 2 раза в автобусе поехать. Март, Якутский, Чикатило. Ой, кошмар. Прекрасно. Оживись. В 2018 году его приговорили к 18 годам лишения свободы за серию убийств и изнасилований малолетних девочек. Но это все в 80-х годах происходило, его основные преступления. То есть он В какое-то время... 80-х, 90-х. Да, то есть он потом после, в нулевых, да, в десятых, ну, типа, мирно жил, получается. Это мне напомнило историю про ангарского маньяка. Что даю? А что? Бананы. Людей. Шучу, не бананы. Ты читал эту историю? Да, это которая слышал? одна из самых известных, да. Да, когда убийцей оказался полицейский. Он работал в органах сам, и поэтому, умел заметать следы, грубо говоря. А, нет, подожди, нет, я как-то, Он кажется, был перепутал, знаком что ли. с процессом следствия, из-за этого ему удавалось очень долгое время скрываться. И когда он совершал свои преступления, люди ему доверяли. Он в основном не то чтобы ловил, он подвозил людей по дороге домой, например. Он это тоже- полицейский. Да. А, милиционер. Милиционер. Он милиционер. То есть он предлагал подвести женщин, мужчин. В основном он, по-моему, женщин убивал. Вот, да. Он... Людей, бананы, людей. Вот этот прикол, помню. Шучу, не бананы. Апрель. Фильм «Айта» стал самым О, кассовым в Якутии. смотрела? А мы же вместе смотрели. Когда... Да. Ага. Да. Мне очень понравился фильм. Ну вот этих, кстати, самый кассовый же, и до сих пор же самый кассовый, да? Нет. Нет, не до сих пор. По-моему, вот совсем недавно «Лопут», он у них был. Вот. Самые кассовые фильмы Якутии очень часто, теряют свою позицию. И имеется в виду, рекорд всегда побеждают. Да. То есть... Ну, это же хорошо. Но вообще, как тебе фильм сам? Очень хороший. Вот Мне очень понравился. Как бы ты его оценил из 10? Из 10? Вообще, а у тебя есть фильм 10 из 10? Есть? Нет, смотри, что я хочу сказать. Я никогда не понимала систему оценки. Оценивания? Да. Когда, по шкале до 10, от 1 до 10 просят оценить что-либо вообще. Почему? Еду, фильм, песню, что-то еще. Вообще тебе в целом оценивание не нравится? Или же именно... То есть, не то чтобы не из нравится. 5, например. От 1 до 5 нормально? Или... не в этом, значит. Это не то, что я плохо умею считать, я там теряюсь где-то в цифрах, да. Нет, например, один фильм мне может нравиться, потому что там, не знаю, шикарная режиссура, картинка, там прекрасные герои, актеры, там какие-то гениальные реплики, а другой фильм может мне очень нравиться, это, например, серия фильмов «Такси», да. Так они же Просто- очень классные, они же классные. Я считаю- кроме 4-й, по-моему, 4-й. Нет, 4-я часть мне нравится. Да? Я буквально вчера пересмотрела. Нет, когда я смотрю фильмы, особенно старые пересматриваю, я очень люблю пересматривать какие-то старые, очень всратые фильмы, мне нравится что? Не то, что там какая-то просто супер потрясающая задумка, а потому что это меня возвращает в какой-то момент из детства, когда мне было хорошо, комфортно Тебе и не нравится уютно. фильм, тебе нравится, как ты тогда смотрела этот фильм. Да, скорее всего. Поэтому Это же, в какой, принципе, это, кстати, какой, например, фильм? «Такси». Ну нет, «Такси» само по себе хорошее произведение. Ладно. Вот максимально... «Форсажи». А, Да, серьезно? Первые «Форсажи», да.
Просто мы всегда каждое лето смотрели это с моей сестрой двоюродной. И поэтому, когда я смотрю первые части «Форсажа», я Ну, первые вспоминаю- части «Форсажа», они в целом смотрибельны. Да. В отличие... Мне нравится этот... Нет, вот какой фильм, прям, который все признают плохим, он никому не нравится. Сумерки. Посмотришь. Так, апрель. Апрель. Шутка. Май. Боже, какая шутка! Апрель у нас был. А, Май. А в мае прошел первый в 2023 году СЭХ, который состоялся в Казахстане, в Алмате. Посетило около 2000 людей. 2020. Это очень много. Это очень много, конечно, Мне ничего кажется, себе. да. Но там, наверное, общее количество 2000, да, не граждан из Якутии, а вообще в целом 2000, да, то есть Ну, да. местные тоже приходили смотреть, наверное. Там же, по-моему, был очень большой шум, мол, почему платно проводите священный праздник, да? По-моему, там же про это ходило. Ну, извините меня, они сами на это своей понятно, добровольной это понятно, инициативе это понятно, организовали да. этот праздник. Почему бы и Ну, нет? почему бы нет, конечно. Так, СЭХ Врываемся в Алматы. лето, июнь. Да. После СЭХ Я вот в Алматы этот период уже ни одной новости не знаю летом, потому что у меня отпуск. И я он уже очень всё сильно отдыхал. сильно отдыхал, да. Сильно. Так, в общем, июнь. Статья у нас выходила прекрасная. Эссе, ну наш свой эссе. Да, на СЭХ сфотографировали образы якутян на празднике СЭХ Туймады. Тут есть очень много цветных холодаев. Это я меняю картинки. Они синие, сиреневые, зеленые, красные. Вот, да, группа женщин, семья прямо, все в красных холодаях, мальчик в красной рубашке. Вот, я слышала такое суеверие, что красные холода — это плохо. Почему? Не помню почему, но я просто помню вот это утверждение, что это как бы плохо. Как думаешь, ну типа, а нам надо придерживаться каких-то Нет, таких не надо. суеверий? Не надо, мне кажется, вообще не надо. И что касается моды, у моды, по-моему, мода же сама такая штука, ее не надо ограничивать, она как стиль. Клёвый. Знаешь, вот на СЭХ я надевала холодай, который шила моя бабушка для моей мамы там супер много лет назад. Я его нашла, прекрасный холодай, фотка. И мне так понравилось ходить в холодае летом. Это просто самая удобная вещь, по-моему, которую я когда-либо надевала. И мне хочется, чтобы... По городу ходили. Да, по городу можно было ходить в холодае. Не то, чтобы сейчас это кем-то запрещается или сильно осуждается, но это и не повседневность, это Нет, не это нормально. ни в коем случае не повседневно. Предлагаю организовать петицию за то, чтобы мы нормализовали Что? ношение холодаев на повседневной основе. Так, июль. Июль у нас приезжал Дмитрий Левицкий. Это ведущий телепередачи «Гастротур» на телеканале «Пятница», и он по совместительству является ресторатором. Вот. Он приехал в Якутск снимать передачу «Гастротур» в Якутии. И он сказал, что попробовал в Якутии нечто, что, ну, типа, прямо... Закружило это... ему голову, да? Да, но это было... Ну, то есть он положительную оценку дал. Ну, не то, чтобы это была положительная оценка. Он сказал, что это блюдо его шокировало. Это, ну, только давай я угадаю, я потому что не знаю. А что это? Давай я угадаю. Это, скорее всего, потроха. Нет. Нет? Первую букву я не буду говорить. Я так скажу, даже мы с вами это не едим. Ну это значит что-то такое, Подожди, прям, или мы что это- обычно мы не едим каждый день. Нет, это вот зачитываю. Цитата: Левицкий признается, что в данной серии про Якутию будет блюдо, которое точно войдет в его личный топ-3 самых экзотических блюд. Ничего себе. То есть среди них вот остальные два блюда, которые он считает
самыми экзотическими. Это сырые глаза рыбы, которые он попробовал с местными жителями Сахалина, а также сырые мозги прямиком из черепа оленя, которые он попробовал в Нарьян-Маре. И есть третье блюдо, которое он попробовал в Якутии. Нет. Нет, не рога. Ну, А что можно еще есть, да? нет, значит, это что-то такое, да? Глаза, Уши, язык. Нет, язык вряд ли нет. Даю подсказку. Хвост! Нет. Даю подсказку. По нашим поверьям якутским, женщинам нельзя кушать это блюдо. Ой. Нет, еще одна подсказка. Говорят, что перед тем, как съесть вот это, нужно покричать, как ворона. Глаза, глаза, нет, не глаза. Не глаза. Это, я говорю, Ну, это ворона. Печень. наверное. Почки. Это воронина. Ну, подожди, нет, это внутренности. нет, Не внутренности. Шкура? Волосы. нет. Нос? Это не внутренние органы. Не внутреннего. И не мясо. Не мясная часть, так скажем. Мясная часть все-таки. Там где-то есть мясо, но как бы... Типа нос... Что-то... тухта. Нет. Бизон, нет? Я хочу бизон. Мне кажется, вы очень сильно мимо куда-то идете. Ну давай еще подсказку. Мы просто глупые. Ну, очень интересно. Да, очень интересно. Вот это да. И типа ты Да. не 5. Медведь? Медвежья лапа. А, Он попробовал медвежью лапу. И как теперь кушать это темпо? Никак, я их не ем, потому что... Ну, тебе это хорошо. Да. Так, итак, август. Нападение медведя в горном Ой, кстати, как мы в это, да? на женщину. Это не да. специально же было. В Горном 14 августа в 10 километрах от села Мытах, я надеюсь, я правильно произнесла, Горного района медведь напал на женщину. Нападение увидел ее муж, и от его криков медведь убежал. У меня женщина осталась жива, ее привезли в районную больницу в Бердигистях. Ну, по-моему, с ней все в порядке. Вот, и что очень много медведей было в этом году, по-моему, в Якутии. В ноябре было нападение на вахтовиков в Чендинском, Это я слышал, да. на Чендинском месторождении. Еще где-то, по-моему, были нападения. И мне вот интересно, а что делать-то, когда ты встречаешь медведя в лесу, что? Ну, женщинам говорят раздеться. What? Я слышал, это что надо... фейковое. Я слышал, что надо очень громко кричать, материться, звуки всякие различные издавать. Серьезно? Да. Ну там же было еще типа просто стой, не двигайся. Тоже есть такой вариант. Притворись мертвым. Но единственное, что я знаю, это ни в коем случае нельзя убегать. Ага. Вот. А там всяких различных иных способов спастись, попытаться как-то спастись и в какой-то контакт с медведем вступить, таких правил много. Нет, просто меня удивляет то, что, оказывается, они на этом месторождении, у них очень слабые какие-то заборы. То есть это была просто какая-то сетка рабица, которую медведь повалил, и все. Но это... А что ты хочешь там, чтобы прям крепостные стены были? Ну, хотя бы просто забор более конкретный. Ну, это же денег стоит. Ну, а почему? Почему бы не построить более конкретный забор? Я не предлагаю каменный, но... А вот, ладно, а это прям остановило бы медведя. Медведь такой приходит, такой, Очень жаль! Я реально прихерел. типа, бабки вложили нормально в этот раз. Так что давайте, живите. Ну, а почему бы и нет? Да, сентябрь. Так, господи. Северное сияние над всей Якутией. Это началось в сентябре, по-моему, даже в августе. Начались северные сияния масштабные. По-моему, даже летом тоже было. И в ноябре недавно. Да, вот недавно были. было, ага.
И буквально на прошлых выходных, в субботу, Мгм. ну вот в середине декабря, тоже В наблюдали общем, северное зачастили сияние. северное сияние. Да, но это, говорят, связано со вспышками на солнце, Мгм. с какими-то магнитными бурями и так далее, и так далее. Было еще красное северное сияние недавно, в ноябре. Что-то было такое, я слышал. Да. И люди там высказывали какие-то свои опасения, что вот северное сияние плохо влияет вообще на атмосферу Земли, чуть ли не кислород исчезает. Ну, я не знаю с научной, с технической стороны, вот как это именно конкретно происходит. Действительно ли там исчезает кислород, но я не знаю. Я тоже не совсем в курсе. Но хотя говорят, что северное сияние это не очень хорошим вещам. Ну вот мне кажется, это вот как небесное явление какое-то космическое. Ты всегда пугала людей древних, которые не совсем не понимали, понимали. почему это Да. происходит, и все какие-то природные явления они объясняли влиянием каких-то непонятных сверхъестественных сил, сущностей. Вот и злятся на нас. Да, некоторые люди верят в то, что от северного сияния можно сойти с ума. Ты слышал об Нет, этом нет, когда-нибудь? первый раз слышу. Я об этом услышала в этом году, вот когда как раз в Якутии начались такие массовые. Знаешь, что бы было смешно, если бы ты такая, говорят, от северного сияния можно сойти с ума. Ты до этого говорила, что 4 раза видела. Ну вот, собственно, я и вот я и результат. Нет, ну да, говорят, там какие-то волны, бета-альфа-волны в мозгу совпадают. Там. Драка в шиномонтажке. На строительном рынке. Объяснять стал, шумно было. И сделал замечание, попросил не шуметь. Молодой парень, работник шиномонтажки, начал на меня быковать. Что ты орешь? Я объясняю, попросил не шуметь, не слышно же. Он начал, ты что орешь? Ты кто такой? Давай выйдем. Чтение по ролям, давай я вот этот молодой чувак, а ты будешь Павлом Б. по ролям читать. Да, ну, в общем-то, у них случился конфликт, и клиент шиномонтажки утверждал, что Подожди, в его итоге... избили. Работники шиномонтажки избили клиента. Да, ну, в общем, там тоже не очень понятная ситуация, потому что потом работники этой шиномонтажки, они вышли на связь, тоже они обратились в СМИ, сделали публичное заявление, сказали, что... Не так. Да, все было не так. И у очень многих, по-моему, читателей, комментаторов возникли вопросы, потому что было видео, но в развитии истории я тоже не знаю, что там в конце концов случилось. Но... В общем, слово «за». Кстати, там еще не совсем понятно. Там же вряд ли Павел Б., он как заявляет, мы же не знаем, он же сказал, что я попросил не шуметь. И с его уст звучит так, как будто молодые люди, да, джентльмены. Пришел в костюме, да, джентльмены. Не соизволите ли вы чуть-чуть снизить децибелы и уровень шума из-за ваших ртов, потому что мы тут общаемся, а вы нам чуть-чуть мешаете. Скорее всего, он не так говорил, а сказал, типа, что-то... Возможно, да. Ну, что-то... Ноябрь 23-го года. Погоня за нарушителями в голливудском стиле. Если бы я была на месте этого инспектора, я бы вряд ли запрыгнула на машину. Пока давай езжай как-нибудь. Пел не каждый бы... Но мне кажется, это очень тяжело удержаться на Конечно какой-то тяжело, машине. конечно тяжело. Еще и это, в ноябре, алло, Да. не самое теплое время года. Вот. А в этом году мне пришлось заморозить свою машину. Теперь я езжу на автобусе. Это нас подводит к декабрю. И это ситуация с автобусами в городе. 16 декабря перестали ходить автобусы маршрутные номер 8. 8. Только один. Да, 8 прекратили. Да, временно приостановили автобусный маршрут номер 8. Теперь на улицу Лонгинова будет заезжать автобус номер 16. И маршрут номер 1 тоже подвергся изменениям. Ну, по-моему, с автобусами это прямо боль. Это очень плохо. Сейчас я, например, у 17-го и у тройки изменились маршруты, и я немного не понимаю, как.
А я до Как сих пор не можно знаю, ездить? а я до сих пор не знаю, как 17 ездит. Их же 2, по-моему, нет. Да, и тройка, и 17-й, они, их двое. 2 маршрута. у них. Мгм. Ага. Есть. У меня такой вопрос. А есть автобусы, маршруты в Якутске, которые не переполнены? Ну, то есть, которые почти свободные? Ну... Так что таких нет. Везде давка, везде как-то... 18-й, 17-й, мне кажется, они самые лайтовые, 18-й? хотя они перегружены, но Нет, мне точно. кажется, там просто, типа, прикол в том, что толпа помещается в один автобус, им там тесно, а на других маршрутах толпа не помещается, и они еще один автобус заполняют, и еще один. А, Сейчас. Подождите. Ну сколько-то лет мы тебе дадим, короче. можно? Можно это вырезать, Может, пожалуйста? это... Не, Здесь я могла бы быть ваша реклама. Ну, в Я общем, так и знала, что он мудак.